Доброе утро, Якутия! Приветствуем вас на телеканалах Якутия-24 и телеканале НВК Саха. Желаем вам сегодня отличного, бодрого настроения. Ну а если настроение у вас не очень, то мы постараемся его вам сегодня поднять. Обязательно поделимся с вами полезной утренней информацией. 23 марта на календаре, вторник. Катерина Винокурова, Степан Федоренко. Приветствуем вас. Да, второй день наша съемочная группа программы «Утро Якутии» находится в городе Мирном и выходит в эфир именно оттуда. И вчера мы узнали много интересного об этом городе, чем он отличается от других городов нашей Якутии, что там интересного, какие интересные люди там живут, как начинается утро в пожарной части города Мирного. Думаем, сегодняшний эфир будет не менее интересным, не менее познавательным. Ждем включения от наших коллег. Ну а начнем мы... обо всем по порядку, а начинаем мы с погоды. С грустного. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 29-43 градуса мороза. В заречной группе 27-38 градусов, в южных 25-27. В Вилюйской группе 30-38, в Нижнеленских 31-32 градуса. А в западных 30-33, в Колыме-Дигирской группе 20, местами 30 градусов мороза, в Янских 27-38, на северо-западе 34-35. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 36 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем в городе Якутске составит 17-19 градусов мороза. Доброе утро из Мирного. Доброе утро, Мирный. Доброе утро из Мирного. Всем удачи. Доброе утро из Мирного. Доброе утро из Мирного. Доброе утро из Мирного. Несмотря на 30-градусный мороз, очень счастливые люди в Мирном. Ну, в Мирный мы вернемся чуть позже, а сейчас новости. Газета «Коммерсант» написала, что в России к началу летнего сезона могут подорожать одежда, обувь, аксессуары в связи с ростом стоимости материалов, в частности хлопка на 30-35%. Минпромторг прокомментировал сообщение о подорожании одежды к лету. В студии находится наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро. Что сказали в министерстве? В министерстве считают, что это не ведет к существенному удорожанию, так как на хлопок приходится всего 20% в составе одежды. Однако здесь ситуация может быть как и с продуктами, считают эксперты. Стоит только закинуть идею, и все сразу же становится явью. Ну а теперь к главным событиям. Владимир Путин пройдет вакцинацию от COVID-19. Об этом президент заявил на совещании в режиме видеоконференц-связи. Он сообщил, что в России полностью вакцинированы 4 миллиона 300 тысяч человек. Перспективную прививку сделали в общей сложности более 6 миллионов россиян. Побочных эффектов от применения российских препаратов по-прежнему не выявлено, что говорит о его беспрецедентной надежности. Безусловным приоритетом, как и прежде, должны быть наши внутренние потребности, обеспечение вакцинами российских граждан. Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. Для этого нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов и, конечно, продолжить информировать людей о том, где, как, в какое время они смогут получить прививку. Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан, особенно для людей старшего возраста. И, знаете, в завершении хотел бы вновь подчеркнуть, что вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека.
Ракета-носитель «Союз-2-1А» с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур. Ожидается, что разгонный блок «Фрегат» выведет на орбиту спутники из 18 стран мира. В их числе спутник Куб-СХ, разработанный с участием якутян. В связи с этим событием глава региона СН Николаев на своей странице Инстаграм поздравил ребят. Среди прочих в космос отправлены южнокорейские и японские спутники для наблюдения за поверхностью Земли, японский аппарат для удаления космического мусора, а также аппарат Саудовской Аравии для получения изображения Земли и обеспечения связи. Работодателям предоставят субсидии для трудоустройства безработных. Правительство утвердило правила господдержки. Так, работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных, а граждане пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям. Ранее президент России Владимир Путин поручил до конца текущего года помочь гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса, и восстановить занятость до уровня 2019 года. В литературном музее Платона Аюнского состоялась презентация книги талантливой писательницы, члена Союза журналистов России Айталины Никифоровой-Шадриной. Это ее 5-е произведение, которое напечатано в издательстве «Аяр» в количестве 3000 экземпляров. Автор в новой книге рассказывает характер, нрав женщины, а также как она пытается найти свое место в жизни. В селе Чурапча успешно прошел республиканский турнир по вольной борьбе на призы районной федерации. В состязаниях выступили спортсмены из числа действующих и ведущих борцов Якутии. В том числе и те, кто на прошлой неделе защищал честь региона на чемпионате России в Улан-Удэ. Победителями в весовых категориях стали Ариан Тютрин, Семен Владимиров, Дмитрий Аксенов, Виктор Рассадин и Стив Попов. За первое место было организовано вручение 50 тысяч рублей, второе место 30 тысяч рублей и двум спортсменам за третье место вручили по 10 тысяч рублей. Призовой фонд составил 675 тысяч рублей. Прошло на высоком уровне. Всем спасибо, всем участникам, тренерам, спортсменам за хорошее соревнование и за активное участие. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Василий, спасибо. Ну что ж, а мы отправляемся в Мирный. Да, передаем слово нашим коллегам Полине Долинской и Руслану Ачирову. Всем привет из города Мирный. Мы продолжаем знакомить вас с интересными событиями и интересными людьми. Кстати, на днях я узнала очень интересную легенду. Оказывается, в первоначальном варианте герба была изображена лиса, потому что именно в норах лис находили первые алмазы. Очень интересная легенда, я думаю, что в ней даже есть доля правды. Но самое главное, это то, что геолого-разведчики, первые люди, основавшие город Мирный, жили в реально суровых условиях. И я думаю, что они были очень хорошо физически подготовленными людьми. Поэтому вам, друзья, мы предлагаем сделать вместе с нами утреннюю зарядку. Всем привет! Меня зовут Мария, и я фитнес-тренер. Сегодня мы с вами проведем утреннюю зарядку на все тело. Итак, начнем. Первое упражнение у нас с вами конькобежец. Стопы ставим шире плеч и передвигаемся влево, вправо. На вдохе подъем делаем, на выдохе опускание. Отлично. Переходим ко второму упражнению. Второе упражнение у нас с вами будет. Следующее упражнение – подтягивание коленей в упоре. Встаньте в упор и на выдох подтяните колено к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Это упражнение выполняем 45 секунд. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – выпрямление ноги и руки в упоре. Встаем в упор. И одновременно поднимаем правую ручку и противоположную ножку. На выдохе. Делаем медленно. Выполняем 45 секунд. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Называется Jumping Jack. Мы должны в прыжке поставить стопы шире плеч и сделать хлопок руками над головой. Поехали. Также выполняем 35 секунд. Упражнение довольно энергозатратное. Не торопимся, делаем в своем темпе.
Закончили. Фух. Следующее упражнение у нас с вами выпады с подъемом бедра вверх. Мы с вами встаем ровненько, пресс напряжен. И назад отшагиваем ножку. Возвращаемся и поднимаем бедро вверх. Выполняем каждой ногой по 35 секунд также. Вверх. Делаем в своем темпе, не торопимся. Кстати, девочки, выпады – это то самое упражнение, которое очень хорошо прорабатывает нашу ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение называется подвижная планка. Мы с вами встаем в планку. И наша задача встать и выпрямить ручки на выдохе. На вдохе возвращаемся в исходное положение и повторяем. И таких у нас 45 секунд. Фух. На этом наша с вами утренняя тренировка закончена. Всем желаю хорошего дня и настроения. Всем пока! Доброе утро всем, кто начинает его вместе с программой «Утро Якутии», а мы его встречаем в городе Мирный вместе с нашим гостем Ришатом Нургалиевичем Юзмухаметовым. Доброе утро. Мирнинский район – это один из наиболее промышленных районов не только нашей республики, но и вообще всей страны. Вот каковы стратегические планы по развитию района на ближайшие годы? Ну, Мирнинский район является лидером промышленного развития Якутии. Значит, грубо говоря, 25% внутреннего валового продукта Республики Саха-Якутия, то есть каждый четвертый заработанный рубль, он зарабатывается на территории или производится на территории Мирнинского района. Будущее Мирнинского района, оно все равно связано с основным нашим бюджетообразующим предприятием не только района, но и республики, это акционерной компании «Алроса». Я очень надеюсь, что компания в ближайшее время выйдет полностью из кризиса 19-20 года, который был связан и с пандемией, и с резким снижением продаж нашего драгоценного сырья – это алмаза. И к этому есть предпосылки. Компания объявила о том, что полностью будет работать на Верхнемунском месторождении, не будет его восстанавливать на летом. Компания восстанавливает работу на закрытом в прошлом году из-за ковида и снижения спроса разработку месторождения Зорница, карьер Зорница. Это город удачный, карьер Заря в поселке Айхал. То есть компания нацелена на увеличение добычи алмазов. И, естественно, мы надеемся, что будет хорошая реализация. Компания будет получать большую прибыль, и эта прибыль будет в виде дивидендов поступать не только в бюджет республики, но и в Мирнинский район. Мирнинский район – это край энергетиков. 3 гидроэлектростанции на территории района находятся на реке Вилюй. Это Вилюйская ГЭС номер 1, номер 2, Каскад имени Евгения Никоноровича Ботвинчука. Это Светлинская ГЭС. Но из 2013 года Мирнинский район однозначно связан уже с добычей нефти и газа. Более 5 миллионов тонн нефти добывается, было в прошлом году добыто. Действуют крупные у нас здесь компании, как Суряхнефтегазодобыча, дочернее предприятие Роснефти, Сургутнефтегаз, но он добычу не ведет, Иркутская нефтяная компания, РНГ, ну и добыча газа. То есть перспективы у Мирнинского района остаются, и я надеюсь, что мы выйдем из тех кризисных ситуаций, связанных с мировым кризисом в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе, пандемии, так что перспективы хорошие. В сентябре этого года на базе филиала Светлинский Мирнинского регионального технического колледжа будет введен в эксплуатацию учебный полигон. Вот это единственное в республике учебное заведение, которое будет готовить кадры для нефтегазовой промышленности. Будет ли оказана этому проекту государственная поддержка? Это давно была наша идея. Дело в том, что когда пришли нефтяники и газовики и стали привозить сюда вахту, а мы стали требовать, как местная власть, чтобы они брали на работу местных, выяснилось, что у нас нет специалистов в нефтегазовой промышленности. Их, в принципе, никогда и не готовили. Была организована подготовка рабочих кадров, среднего персонала, высшего, горняки для работы в алмаздобывающей промышленности, в энергетике были специалисты, в сфере ЖКХ, связи, образования, здравоохранения. Поэтому одна из задач была для того, чтобы здесь уже после школы или готовить именно рабочие средние специальности. И здесь очень активную роль играет Мирнинский региональный технический колледж. Поэтому вот была такая идея создать на базе Светлинского филиала фабрику процессов.
Эта идея была взята из опыта Татнефти. Делегация Мирнинского района МРТК выезжала в Татарию, знакомилась с этим опытом. И этот проект был выдвинут на федеральный грант, он получил федеральный грант. Сейчас делается проектирование, поставка оборудования. И 17 сентября этого года мы должны торжественно открыть уже этот филиал, фабрику процессов. Причем с 1 сентября уже объявлен набор по 2 рабочим специальностям на бюджетные и бесплатные места на Светлинский филиал Мирнинского регионально-технического колледжа. То есть однозначно мы будем готовить нефтяников и газовиков. Уже как-то можно оценить количество желающих получить именно новую специальность? Нет, пока еще только поступили бюджетные места, подтверждено, но набор еще не объявлялся. Но я очень надеюсь, что будут желающие. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. Я напоминаю, что гость сегодняшнего утра был Ришат Нургалиевич Юзмухаметов, глава Мирнинского района. «23 марта – Всемирный метеорологический день. Этот праздник ООН проводится каждый год. В событии принимают участие 193 государства. Также сегодня профессиональный праздник – День работников Гидрометеорологической службы России. По народному календарю синие облака, бегущие по небу в этот день, предсказывали тепло, а холод и ветер предвещали голодный год. 23 марта 1839 года – день рождения популярного выражения «Окей». По некоторым сведениям, в бостонской газете Morning Post это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «All correct» – «все в порядке». 23 марта 1876 года русский инженер Павел Яблочков получил патент на изобретенную им электрическую свечу – 2 угольные пластинки, разделенные фарфоровой вставкой. Это изобретение стало первым электрическим источником света. 23 марта 1891 года впервые на футбольных воротах была использована сетка. Произошло это, конечно, в Англии на матче между сборными севера и юга страны. 23 марта 1900 года археологи обнаружили на Крите остатки легендарного лабиринта Дворца Минотавра. А в 2001 году в этот день в Тихом океане была затоплена орбитальная станция «Мир». 23 марта 1900 года родился Эрих Фромм, немецко-американский психолог и социолог, представитель неофрейдизма. В 1910 году в этот день на свет появился Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист и продюсер. 23 марта 1926 года родился Арчил Гамиашвили, советский и грузинский актер, предприниматель, народный артист Грузии. 23 марта в Якутии – День правовых знаний. Именины в этот день празднуют Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел и Федор. Ну, как уже было сказано в рубрике, сегодня Всемирный метеорологический день. Метеорологи изучают и предсказывают погоду не для того, чтобы, Степа, мы с тобой, выходя из дома, одевались по погоде, но от их точных прогнозов еще и зависит спокойная жизнь города. Я думаю, они для меня только погоду готовят. Работа коммунальных служб, транспорта и многое-многое другое. Да, ну профессия метеоролога тоже бывает разная. И вот наш корреспондент Полина Долинская, наша коллега, познакомилась с этой профессией в городе Мирном. Смотрим. Когда речь идет об обеспечении безопасности полета, в центре внимания обычно оказываются пилоты, диспетчеры или спасатели. В то же время не менее важную роль играет незаметный труд авиационных синоптиков. Ведь погода – это одна из составляющих безопасного авиаперелета. На 43 минуты видимость 2000, видимость нет, У нас составляются общие прогнозы на 24 часа по аэродрому Мирный. И вот на этот период синоптик консультирует экипаж, а экипаж уже, исходя из того, что он получил, он принимает решение. Как он вылетает, когда, либо он делает задержку.
это уже, как говорится, это полностью на решение командира экипажа. Уже на протяжении 25 лет Елена Сергеевна ежедневно готовит прогнозы погоды. Метеоданные обновляются каждые 3 часа. В случае непредвиденных ситуаций делаются корректировки. Прогноз пишется на языке международных стандартов, и летчики всех стран мира понимают, что означают эти шифры. Авиационные прогнозы принципиально отличаются от повседневных бытовых прогнозов, которые дают метеосводку о погоде в течение дня. Ни один самолет не взлетит и не приземлится без сводки авиасиноптиков, а значит, они также отвечают за жизнь пассажиров. Несмотря на всю ответственность, Елена Григорьева считает, что работа метеоролога творческая и романтичная. Я так думаю, что наша профессия, она даже сродни творчеству, потому как нужно очень много иметь большую базу, так скажем, теоретическую, чтобы любой работник, имея какую-то основу, мог на фактических данных, на собственном опыте и плюс, используя ту же местные особенности работы в этом, допустим, регионе, он уже, так скажем, творчески подходит к своей профессии. И хотя аэропорт города Мирный снимает показания только в своем районе, по новой системе он мгновенно может получить данные о погоде во всех уголках мира. Сегодня метеорологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Большинство из них, как и всегда, встретят его на работе. Среди тайги непроходимой, хотя бывало в ней не раз, есть город молодой, красивый, красив, как с гранями алмаз. Стоит алмазная столица, там добывают камень сей. Там белых красота ночей, румяные морозом лица. Какие прекрасные стихи знают наши коллеги. Степа, а ты знаешь стихи о Якутске? Знаю стихи о Якутске, я бы даже рассказал, может быть, даже о Мирном рассказал, если бы меня тоже отправили в Мирный. Когда меня отправят, расскажи обязательно. Ну а еще о Мирном сложено немало песен. Более четверти века здесь каждый год проходит республиканский эстрадный фестиваль якутской песни «Той-Хая». Десятки талантливых исполнителей со всей республики съезжаются в Алмазную провинцию, чтобы принять участие в этом конкурсе. По традиции отборочные этапы и финалы конкурса проходят в селе Арылах в Доме культуры «Той-Хая». А гала-концерт с участием гостей и победителей фестиваля проходит в Мирном в Доме культуры «Алмаз». В этом году гран-при фестиваля завоевала молодая исполнительница из села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Инна Донская. На конкурсе Инна исполнила песню «Осенняя серенада». За виртуозное исполнение Инна была отмечена жюри конкурса, и помимо диплома ей достался сертификат на сумму 200 тысяч рублей. Думаю, это хорошая поддержка для молодых исполнителей и хорошая традиция проводить такие фестивали. Да. Ну а далее мы ненадолго прервемся, после чего снова вернемся в нашу студию и, конечно же, в город Мирный. Доброе утро! Хотим напомнить вам про наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. На него присылайте свои какие-то приветы, поздравления. Если вы из Мирного, присылайте вдвойне что-то свои хорошее. приветы. Да. Одно сообщение прочитаем, правда, не из города Мирного, но, мне кажется, интересное, из города Верхоянска. Доброе утро. Хотим поделиться замечательной новостью. Недавно посетила наш город Верхоянск правнучка политсыльного Сергея Филипповича Ковалика, зарегистрировавшего абсолютный температурный минимум северного полушария 15 января 1885 года, минус 67,8 градусов Цельсия.
Анна Бонч-Осмоловская, внучка. Благодаря ему весь мир узнал, что город Верхоянск является полюсом холода. Вот как интересно, оказывается. Да, очень полезная информация, кстати, Да. и для нас, и для других средств массовой информации. Ну, а также, если и у вас есть что-то интересное, делитесь с нами, пишите на наш WhatsApp номер. Также хотим напомнить вам про наш Instagram «Утро Якутии». Подписывайтесь, очень часто мы проводим интересные конкурсы и также делимся интересной информацией. Подписывайтесь, будьте с нами. Ну и на очереди наша традиционная рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». Продолжаем делиться интересными фактами и вспоминать, какой путь прошла Якутия за 20 лет в новом тысячелетии, каких успехов мы достигли, как изменилась жизнь людей. На этой неделе мы говорим о культуре. Да, и сегодня интересный факт будет о возрождении национальной культуры и праздновании Исэх. Якутия. 20 лет в 21 веке. Исэх начали отмечать на республиканском уровне в 2006 году. И с тех пор он стал самым массовым и зрелищным национальным праздником в России. 2 года назад в Якутске в празднованиях участвовали более 200 тысяч человек. Во время празднования Исэх установили рекорд Гиннесса. В традиционном Осохой участвовали более 15 тысяч человек в национальных костюмах. Каждый год центром праздника становится один из улусов нашей республики. Десятки тысяч якутян приезжают, чтобы увидеть новый Аллук-Мас, поучаствовать в Осохой, отведать праздничные угощения, испытать себя в спортивных состязаниях. Исэх уже стал туристическим брендом Якутии. Каждый год праздник привлекает множество гостей со всей России и из других стран. В прошлом году из-за пандемии Исэх пришлось провести, как мы знаем, в режиме онлайн. Впервые в истории, по-моему, да, вообще за все. Да, было грустно, да? Да. Поскольку все-таки ежегодная традиция выездов всей семьей. Кстати, праздник, он сплачивает не только семьи, но и весь наш многонациональный народ, который живет в республике. Кстати, ты посещаешь? Я-то посещаю, я там работаю, поэтому не приходится посещать. А ты, Кать, посещаешь? Да, конечно, я же говорю, ежегодно всей семьей. Я вот жду, когда детишки чуть-чуть подрастут, чтобы можно было тоже как-то всей семьей выехать, погулять, походить там. Мне кажется, им понравится. Да, я очень жду лета, потому что лето – это буйство красок, цветов. Ну а чтобы они поскорее появились, нужно хорошо их посадить, вырастить и послушать советы от нашей огородницы Варвары Ивановны. Доброе утро, уважаемые садоводы и огородники. Сегодня, как и обещала, я хочу показать вам, как сеять нужно петунию. Наименований просто очень-очень много. Смотрите, но я петуники тоже сажаю поэтапно. Те, которые я буду сажать на балкон, то есть там, где у меня веранда, чтобы они зацвели, чтобы я высаживаю уже цветущие. Поэтому я сажаю пораньше, в первых числах марта. А те, которые, в общем-то, не гибридные, сажаю чуть попозже. Сегодня я буду вот крупноцветковые вот это сажать, да? Смотрите, они идут все, вот эти гибридные, у нас вот в таких колбочках, да, манюсеньких. Можно их сажать, конечно, в таблетку. Я вот беру, смотрите, и на ладошечку высыпаю все семена. Семена очень-очень мелкие, поэтому с ними нужно очень аккуратно работать. В каждой таблеточке есть дырочка. Нельзя, чтобы туда попало. Если дырочка есть, то вот так вот ее сделайте, а потом положите семечко. Если семечко провалится, оно не прорастет. Но когда вы положили, то нужно обязательно перед посадкой таблеточки, я не сказала, нужно и таблеточки, и землю фитоспорином сбрызнуть. И после, вот смотрите, видите, как семечко падает на свое место. И еще вот такой вот метод, смотрите, это мне даже больше нравится. Я вот такой вот палочкой делаю бороздки
именно в бороздке я сею семечко. Вот я одну возьму, чтобы вам показать. Вот. И кладу прямо в самую-самую бороздку. Это делается с той целью, и не закрываем землей. Это делается с той целью. Вот, когда прорастает семечко, оно все время вытягивается, да, все цветочки, потому что света, естественно, не достает, и оно вытягивается. Когда мы вот так посадим, то петунька чуть прорастет, чуть-чуть, да, до определенного размера, и можно будет взять, и вот смотрите, я прямо возьму, и вот эти бороздки, не там, где я посадила, я вам просто покажу. Смотрите, я присыпаю под самые цветочки вермикулитом. И они потом дольше не вытягиваются, и будет их удобнее намного уже пересадить, попикировать. Петунии сейчас много не сажайте. Посадите так, чтобы у вас было 2-3 вида. А из них вы уже наделаете, вот смотрите, вот таких черенков. Видите? Это очень легко, это просто. Корневая система у них, смотрите, огромная. Вот, уже можно вообще их пересаживать. И у вас с 1, 2, 3 петуний будет много. Поэтому я всем рекомендую именно так сажать. Всего самого доброго. Удачи! Что ж, прислушивайтесь к советам Варвары Ивановны, и лето наступит быстрее. Ну а мы очень скоро отправимся к нашим коллегам в Мирный. Не терпится узнать, как готовится вкусное мирнинское мороженое. Ой, аж слюнки потекли. Отправимся мы на молочный цех. Ну а пока... Пока новости с Василием Радченко. Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, это создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Планируется развивать инфраструктуру для автономной газификации регионов и наращивать экспорт СПГ. Якутские промышленные компании, которые занимаются добычей угля, увеличивают свои показатели. Это стало возможным благодаря строительству новых обогатительных объектов и железнодорожных инфраструктур. Так, по итогам 2020 года объем добычи угольной продукции оценивается на уровне более 20 миллионов тонн, что на 5% больше показателей прошлого, 2019 года. А в этом году планируется увеличение объемов до 39 миллионов тонн в год. Положительная динамика обусловлена наращиванием производственных мощностей на объектах группы компаний «Колмар» и «Якутуголь», а также с приходом нового инвестора, активно развивающего Эльгинский угольный комплекс. Возьмем 2024 год. Компания «Эльга-Уголь». Если раньше говорилось, что они к 30 году выйдут на 30 миллионов тонн, то уже сегодня 45 миллионов тонн, ориентир на 2024 год. Компания «Колмар» выходит на полной производственной мощности. Вот буквально на днях будет ввод очередного промышленного объекта в эксплуатацию. Компания «Якутуголь» модернизирует обогатительную фабрику, и мы надеемся на восстановление тех значимых показателей, которые у них были до недавнего времени. Соответственно, занятость в отрасли. Сегодня работает немногим более 10 тысяч человек. Буквально по итогам этого года мы ожидаем, что уже более 12 тысяч человек благодаря вот этим проектам. Ждем к 2024 году рост поступления налогов в бюджеты всех уровней в 6 раз. Теперь об образовании. Правительство страны утвердило предложенный Рособорнадзором порядок проведения единого госэкзамена. В этом учебном году, как и в прошлом, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Остальные напишут государственный выпускной экзамен. Между тем, в Якутске началась акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Экзамен по русскому языку написали 11 мам и пап столичной школы номер 24. Родители выпускников прошли все процедуры госэкзамена, от рамки металлодетектора и проверки документов до заполнения бланков.
Мы проводим эту акцию для того, чтобы наши родители посмотрели, какие задания предстоит выполнить выпускникам в рамках единого государственного экзамена 2021 года. Ну и для того, чтобы вообще вот с точки зрения подготовки ребенка родители наши помогали, были помощниками, да, моральными, психологическими для своих детей. Потому что это немаловажный фактор. Наши дети достаточно много переживаний проходят за этот период подготовки. Но мы хотим сказать, что это не настолько вот сложное мероприятие. Это на самом деле заключительный этап всего учебного процесса. Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% вместо 50%, которые действуют сейчас. Кроме того, в ведомстве предложили организовать отдых ребят за пределами субъектов России, в которых они проживают, с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. В документе отмечено, что при организации отдыха детей должен быть определен алгоритм организации медицинской помощи и маршрутизации больных с указанием конкретных больниц. Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию. 3 дня осталось до начала масштабного молодежного форума «Мусустар». Такое крупное мероприятие, посвященное молодежи, пройдет в Якутии впервые. В спортивном комплексе «Триумф» в столице разместят 10 площадок. Известные актеры, спортсмены, певцы, бизнесмены проведут различные мастер-классы. Организуют конкурсы с ценными призами. Участие может принять любой желающий в возрасте до 35 лет. К этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Слушай, какой интересный фестиваль «Мусустар» у нас через 3 дня пройдет. Да, не терпится посетить. Ну а мы вновь возвращаемся к нашим коллегам в Мирный. Как и обещали, отправляемся на молочный цех. В городе Мирный живут люди, любящие свой город, патриоты своего города. На днях одно старейшее предприятие отметит особую дату. Об этом предприятии и прямо сейчас. В Мирнинском молокозаводе с утра кипит работа. Здесь на линии разливается йогурт. Благодаря автоматизированной системе готовая продукция проходит по конвейеру. Сегодня разольют 500 литров йогурта. Слесарь Сергей Кашлач проверяет оборудование. Признается, работа требует максимальной концентрации. Просто внимательность. Внимательность, нельзя быть рассеянным. Буквально каждую секунду ты должен быть начеку, смотреть за линией, смотреть за оборудованием. Новое автоматизированное оборудование позволило цеху увеличить объем производства. Мирнинский молокозавод ежедневно выпускает 2500 литров молочной продукции. Ирина, давайте я вам покажу основные элементы нашего оборудования для производства молока и молочной продукции. Это мы с вами сейчас находимся на технологическом мостике, который позволяет нашим операторам молочного производства следить за изготовлением продукции. Это ванны длительной пастеризации, то есть у нас происходит резервуарный метод сквашивания. Мы сюда закачиваем молоко, закачиваем закваску. И здесь внутри происходит нагрев, созревание смеси йогурт, снежок или есть специальные такие же тумы, они чуть больше для творога. И после этого здесь же происходит охлаждение. Покупательский спрос в Мирнинском районе на молочку растет. Несколько лет назад старейшее предприятие перешло на полный ребрендинг. Грамотный менеджмент и финансовые вложения в размере 13 миллионов рублей дало свои результаты. В Мирнинском молокозаводе налажен автоматизированный процесс производства, запущены новые линии продукции и отлажен рынок сбыта. Вообще завод производит в основном классическую линейку, плюс у нас есть десерт. Десерт мороженое и есть еще десерт творожная масса с курагой и с изюмом. Молочное производство в Мирном началось полвека назад. За это время предприятие выросло в стабильную и перспективную компанию. Продукцию завода любят не только в Мирнинском, но и в других районах республики. В среднем за год предприятие «Мирмилк» выпускает около 900 тонн молочной продукции. Среди них вкусное мирнинское мороженое, которое отличается своими вкусовыми качествами. Наряду с классической линейкой цех производит вкусные десерты. Особой популярностью пользуется мирнинское мороженое. Его закупают даже в Нюрбе и Сунтарах. Директор завода Татьяна Шарова отмечает, секрет особого вкуса в уникальной технологии. Вообще воздушность этой массы, конечно же, зависит от того оборудования, которое мы используем. У нас аппарат-фризер – это именно та машина, которая наполняет смесь воздухом, наполняет ее кислородом и делает воздушное и легкое мороженое.
Оператор Мария работает в цехе по выдуву пластиковой тары, предназначенной специально для фасовки пищевых продуктов. Мария признается, работа ответственна и требует предельной внимательности и четкости действий. Расскажите про технологию. Вот вы взяли маленькие бутылочки и ставлю в печь разогрева. Она проходит круг, прогревает. Потом ставлю этот автомат выдува. И получается бутылочек. А в день сколько бутылочек вы делаете? Ну, в час у нас где-то выходит 600-700 бутылок. Мирнинскому молокозаводу за короткое время удалось взять правильный курс и стать одним из лучших агропромышленных комплексов в районе. Сейчас молокозавод налаживает работу по созданию маркировки с QR-кодом. Социальная направленность – одно из направлений работы. Предприятие активно поддерживает школы района. Все первоклассники 2 раза в неделю получают вкусные йогурты. Качественная продукция, забота о здоровье – главный приоритет, отмечают в предприятии. Мне очень хочется немножко снизить содержание сахара в наших продуктах, обычного сахара, заменив его на высокосертифицированные сахарозаменители. Работники завода уверены, дружному и профессиональному коллективу по плечу любые задачи. Такие аппетитные кадры, так и захотелось попробовать мороженого, йогурта. Да, но Мирный еще к тому же город многонациональный, где представители самых разных национальностей живут в мире и дружбе. И на днях в городе флешмобом по приготовлению блюд разных народов отметили праздник Навруз. Вот где, наверное, вот действительно было очень вкусно. Да. 6 общин Мирнинского района отметили национальный праздник тюркских и иранских народов Навруз. Это праздник прихода весны, день весеннего равноденствия, а в переводе с персидского означает «новый день». В этом году, кроме всего прочего, общины запустили флешмоб «Блюда моего народа». Первыми секретами своих национальных блюд познакомила узбекская община Берлик. И сейчас мы узнаем об особенностях приготовления традиционного плова и самсы. Узбекская община Берлик сегодня гостит у семьи Винниченко, которая на сегодняшний день воспитывает 16 детей. Гости проводят мастер-класс по приготовлению плова и самсы. Принципы приготовления плова в Казани на огне совершенно отличаются от плова, приготовленного в домашних условиях. Существуют свои особенности, приемы и хитрости. Перед тем, казан, когда масло грелся, надо лук бросать, да? Вот, четвертинку. Видите? Вот какой лук красивый. И вот это лук должен стать румяным. Когда он красный станет, его убираем. Вот запах чуете? Ага. Это другой запах, да? Вот это настоящий плов вот тогда будет. Это очень большой секрет. То есть вы имеете в виду, что лук убирается, но вкус остается? Вот это вкус, луковый вкус, она туда переходит. После того, как мы положили лук, что мы делаем дальше? Дальше бросаем морковку, немножко бросаем. Потом масло, это мясо. И дальше пошел. Потом после мяса пожарили хорошенько, потом лук, это воду доливаем, сколько надо. И ждем, полчаса вода кипит, и мы рис бросаем. Ждем 45 минут. То есть полное время приготовления идеального плова будет составлять где-то час? Час 30 минут. Час 30, да, хороший плов, 1,5 часа. Отличающийся и основной ингредиент узбекского плова – это красный рис. Узбеки подают его особым гостям. Рис из Средней Азии. Для мирнинских гостей едите. А скажите, чем отличается приготовление красного риса? Красный рис раньше готовили для царей, и мы решили это для себя. А что, мы не цари, что ли? На килограмм риса положено 400 миллиграмм масла. А для того, чтобы на огне ингредиенты не перегорели, также существует особая техника. Вот кость бросаем, чтобы успокоить маленькое масло, да, например? Видите, да? И вот когда кость стоит в середине, он не прогорает. Он как бы защитник для всего. Вот про лук я как бы раньше слышала, да, что действительно масло раскаливается прям сильно до такой высокой температуры, бросается туда лук, да. Вот про это я знала. А про то, что туда такая большая косточка в середину, это для меня сегодня. И потом еще морковка, вот нюанс такой, да, морковка как режется вот такими полосками. Мы тоже так, конечно, никогда не резали. Тем временем в доме женская половина узбекской общины показывает мастер-класс по приготовлению самсы. Девочки увлеченно раскатывают квадратики. Как оказалось, в самсе главную роль играет именно тесто. А начинка может быть самой разной. В нашем случае это лук и говяжье мясо. Ну а форму самса может принимать самую разную. В самсе главное не начинка. Самса – это
это прослойка. Вот именно сама тесто здесь имеет значение. Делаем тесто, обычное вот пельменное тесто, и даем им отстоять. Она стоит около 4 часов. Потом мы его раскатываем вот на таких скалках. Вот видите? Скалка, она должна быть большая такая, большой овал или там круг. Туда намазывается масло, снова закатывается и режется. После того, что вот порезали, она получается вот такая, видите, вот она, сколько тут слоев. Из него делается еще такие квадратики. Из этих квадратиков мы делаем самсу. Запекаем самсу в разогретой до 180 градусов духовке около 45-50 минут. Вот у нас самса готов. Вот что у нас получилось. Сейчас красиво складывается. Подоспел плов, накрыт стол. Детвора высоко оценила узбекскую национальную кухню. А самое главное, все принимали участие в приготовлении. И в следующий раз приготовить такие деликатесы семья Винниченко сможет уже самостоятельно. Что ж, от пищи телесной к духовной. Степа, модно ли сейчас ходить в театр, особенно после пандемии? Ты знаешь, театр — это вообще не мода. Театр не мода, вечен всегда, как поется в одной песне. Кстати, вот в Мирнинском театре недавно назначен новый директор. Недавно он приехал в город, приступил к работе. И наверняка многим интересно узнать его взгляды. Полина Долинская пообщалась с Константином Солдатовым. Сегодня мы познакомимся с самым новым человеком в городе Мирный, с исполняющим обязанностям директором Мирнинского театра, с Константином Солдатовым. Новое время диктует новые правила. Если раньше мы привыкли, что театр начинался с вешалки, то сейчас он начинается именно с санобработки рук. Это обязательное условие. Ну и, конечно же, все посетители обязательно должны быть в масках. У театра хорошая история, у театра много побед, у театра много интересных каких-то проектов. Но вот эта пандемия, да, и остановка такая в работе театров, я столкнулся с этим не только здесь, но и в других театрах. Я вот, например, был в Краснодарском крае, они открылись вот только в январе. То есть, представьте, они с марта месяца были на карантине, и это ужасно для артистов, потому что они теряют форму, они теряют связь со зрителем, и войти в эту форму достаточно сложно. Прежде всего потому, что ты не понимаешь, что ты не в форме. Я приехал из тех театров, где работают по 5, 6, 7 спектаклей в неделю, выпускают по 2, по 3 премьеры в месяц. Да, здесь премьера раз в месяц, раз в 2 месяца. И для меня вот этот режим, он непривычен и, наверное, неудобен. Репертуарный план сформирован на март месяц, и вот на апрель мы сейчас запланировали с Александром Александровичем Свешниковым. Помимо его премьеры, он делает Шиллера «Разбойники». Вот, я начинаю работать над спектаклем по пьесе Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Такая веселая, игровая история. Я уже сразу вот здесь нашел людей, которые музицируют, умеют играть на музыкальных инструментах. Это будет музыкальная история. И в чем, наверное, сейчас это не новшество, но это, наверное, возвращение к предыдущему режиму театра. Мы открываем большой зал на 500 мест, да, потому что сейчас театр работает в более камерном формате. Вот на 500 мест, и все-таки премьера в апреле по Бомарше, она рассчитана на большой зал. Для меня идеальный репертуар – это когда есть классика, есть музыкальная история. Мне кажется, это и помогает развивать артистов в плане музыкальности, да, в плане ритма. И такой интересной может быть связь со зрителями. Это, безусловно, современная пьеса, это спектакль для детей. И вот последние месяцы я развиваю такую тему вместе со своим товарищем. Это спектакли, которые вскрывают какие-то подростковые темы, проблемы. Тема буллинга, которая все равно существует в том или ином смысле. Есть тема, которая называется «замыкание». Вот я для себя так определил, что такое замыкание. Это когда мы непосредственно контактируем со зрителями. То есть это какие-то интерактивные истории, плюс истории, которые могут рождаться из историй
реальных зрителей, да, когда мы прям буквально взаимодействуем. Есть такая тема «Сказки народов Мирного». Вот, и я бы хотел очень продвигать эту тему. Во-первых, она иронично звучит. Во-вторых, Мирный – это как такой мир, да, небольшой, с одной стороны. С другой стороны, это город, который объединяет людей разных национальностей. Насколько видна эта градация, я не скажу, но я вот так по городу и заходя в какие-то общественные места, я вижу, что люди, какой-то возникает такой уникальный колорит, да, и с теми людьми, которые здесь живут, и очень много приезжих, да, и людям здесь интересно, и для меня не то, что удивительно, а кажется таким абсолютно нормальным фактом, что люди не хотят отсюда уезжать. Они говорят, мы хотим, чтобы нам здесь было комфортно, и, соответственно, театр становится таким необходимым местом, где люди получают связь, что ли, с культурным миром. Вот, желаем Мирнинскому театру дальнейших успехов, дальнейшего процветания, развития. Хорошо, когда у людей есть какие-то такие духовные потребности. Это значит, у города есть, наверное, будущее, я так думаю. Да, действительно. Ну а меня мирнинцы удивили тем, что они занимаются различными видами спорта. Это и дайвинг, и горнолыжный. Вчера мы смотрели как раз сюжет про дайвинг. Ну а сегодня наши корреспонденты узнают и расскажут вам о том, как развивается парашютный спорт в Мирном. Парашютизм – один из видов авиационного спорта, связанный с применением парашютов. Цели и задачи парашютизма постоянно менялись. Если первоначально парашют предназначался для спасения жизни, позже он стал важным элементом подготовки десанта. Вот здесь вот у нас приходили с Верхнего поселка ребята, потом даже кое-кто в ВДВ служили ребята, инструкторами становились, то есть, как говорится, людьми становились, нормальными ребятами. Не так, что бегают, кричат там, ну, серьезные становятся, потому что у нас все-таки основано все на дисциплине, безопасности, поэтому как-то в основном вся дисциплина у нас. Парашютный клуб «Феникс» города Мирный готовит спортсменов разных возрастов. Сколько у тебя уже прыжков? Один только есть. Как ты к этому пришел? Расскажи свою историю. Меня пригласили просто для массы, так сказать. Но в итоге я затянулся, мне понравилось после первого прыжка. Так мне, в принципе, все нравится, устраивает и подготовка, уровень подготовки, и как прыжки проходят, мне тоже нравится, и коллектив тоже. А как твои сверстники к этому относятся? И к тебе, и к твоему увлечению? Очень сильно удивились, потому что у меня были проблемы со здоровьем, но я потом их подправился. Когда полностью выздоровел, начал сюда уже полностью ходить, уже и до прыжков меня допустили, когда медосмотр прошел. Сверстники сначала, ну, как я и сказал, удивились очень сильно. Ну, очень сильно радовали за меня, то, что я вообще выжил, в принципе. Все думали, что это практически невозможно, ну, 800 метров, это очень много, это куча девятиэтажек, около 50-30 девятиэтажек получается. Прежде чем совершить прыжок с парашютом, нужно пройти процесс обучения, который в среднем занимает от 1 до 2 месяцев. На подвесной системе отрабатываются все действия спортсмена для того, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций автоматизм и мышечная память не дали эмоциям взять верх. После тренировки в учебном классе парашютисты-спортсмены отправляются на тренировочный аэродром для отработки отделения от воздушного судна. По весу распределяйте. Вот и что означает еще раз? Первый. Так, допустим. Поднимаются. Значит, эти люди сейчас будут выпрыгивать. Пошел. Сразу. Парашютизм или скайдайвинг в буквальном переводе обозначает ныряние с небес, а парашютисты-спортсмены – это люди, влюбленные в небо. Ведь еще сам Леонардо да Винчи говорил: однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле взглядом, обращенным в небо, туда, где был и куда ты всегда будешь стремиться вернуться. Друзья, вот и подошли к концу наши эфиры из прекрасного города Мирный. Совсем скоро мы с вами встретимся, но уже из города Ленск. Смотрите нас на телеканале Якутия-24 и НВК Саха каждое утро в программе «Утро Якутия». Микрофон в твоей руке. Здесь слов не надо, это высшая награда для ведущего с канала. В Мирном познакомились с людьми и интересными местами, только небо следило молча за нами. Неужели мысли выше, мы взлетим с тобой в небо? Унесемся от проблем далеко, от всего, что так нелегко. Неужели мысли выше? Держи мою руку крепче, не отпускай, не отпускай, не
не отпускай. Привет из Мирного, доброе утро! Всем пока! Доброе утро, позитивный Полина, Руслан, большой-большой привет. Я думаю, после таких насыщенных дней наших коллег совсем не хотели отпускать миргенцы. Да, но тем не менее им нужно будет уехать, чтобы в четверг и в пятницу выйти в эфир из города Ленска. Да, спасибо всей нашей съемочной группе, благодаря которой мы больше узнали о столице Алмазного края. Да. Думаю, и мирнинцы узнали о своем городе что-то такое интересное и потаенное, чего раньше не знали. Ну а теперь на очереди у нас город Ленск. На очереди город Ленск. Это город Ленск называют ворота Алмазного края. Если Мирный называют столицей Алмазного края, Ленск – это ворота Алмазного края. Через него идет снабжение города. Ждите подключения с города Ленска уже в этот четверг и пятницу. Руслан и Полина, будем ждать. Также подписывайтесь на нас в Инстаграме, наша страничка «Утро Якутии». Подписывайтесь, смотрите какие-то новости, ставьте лайки. Отличного вам дня сегодня, хорошего настроения. До завтра. До свидания.